Здравствуйте, в эфире новости Осетии. Главные события к этому часу. В студии Вячеслав Музаев. И вот основные темы выпуска. Почувствовал заряд бодрости, в том числе и потому, что много узнал новых упражнений от спортсменов, которые проводили ее. Как правильно начинать свой день, сегодня рассказали и показали ученикам сразу нескольких школ Владикавказа. Им провели разминку на свежем воздухе. Кто организовал зарядку, расскажем через минуту. Он, когда собирал вечера, театральные вечера, там свои песни читали Костах Витагуров, Булгаков. Выдающийся артист и деятель культуры сегодня в Ольгинском вспоминали первого профессионального осетинского актера Беса Тотрова. В его честь открыли бюст и памятную доску. Кто принял участие в мероприятии? Происходит вот та самая интеграция коллективов образовательных организаций и коллективов предприятий. Обычаи, культура и интересные факты о Северной Осетии. Студенты СОКТЭК провели виртуальную экскурсию. Школьники смогли увидеть все самые красивые места республики всего за полчаса. Председатель комитета по транспорту и дорожной инфраструктуре республики Тарель Солиев прокомментировал ситуацию с бесланскими маршрутками. С 1 апреля перевозки там осуществляет ООО «Октябрьская». Они планировали привлечь к работе водителей с предоставлением им собственных микроавтобусов предприятия, но из-за изношенности транспорта водители-частники отказываются работать на них. Это ведет к срыву графиков обслуживания пассажиров на маршруте. Комитет проверяет работу предприятия. По результатам примут меры. В ближайшее время автопарк АК-1210 пополнится новыми автобусами, которые направят на межмуниципальные маршруты, в том числе Владикавказ-Беслан. Руководитель администрации главы правительства Ибрагим Гобиев встретился с руководителями национально-культурных обществ Северной Осетии. Он подчеркнул, что в современных реалиях важно сохранить мир и единство между представителями разных национальностей и конфессий. Профильный министр Алан Багиев рассказал о текущей работе национально-культурных обществ и о мерах их поддержки. Все участники единогласно выразили готовность в проведении совместной работы, направленной на укрепление и гармонизацию межнациональных отношений в республике. На фоне того, что происходит сегодня в мире, вопросы межнационального единства, они стоят во главе всего. В нашей республике исторически проживают представители разных национальностей, конфессий. И каждое уже не одно поколение людей, в том числе, осознавало, что и чувствовало свою принадлежность к Осетии, конечно же, к России. Разбудили и зарядили позитивным настроением сегодня утром старшеклассников Владикавказа. А разминку на свежем воздухе ученикам 26-й и 33-й школ провели на базе штаба общественной поддержки партии «Единая Россия». Как правильно начинать свой день, детям показали профессиональные спортсмены. Сразу после разогрева школьникам провели мастер-класс по рукопашному бою. Армрестлеры, гимнастки и борцы рассказали ребятам, почему нужно вести здоровый образ жизни. По информации Минздрава России, заниматься спортом стоит регулярно не менее 3 раз в неделю. Утреннюю зарядку провели ко Всемирному дню здоровья. Его отметят 7 апреля. Я учусь в 11 классе, до 11 класса я активно занимался спортом. Но в 11 классе стало меньше времени оставаться на спорт, и я сразу присоединился к этой зарядке. И почувствовал заряд бодрости, в том числе и потому, что много узнал новых упражнений от спортсменов, которые проводили ее. Теперь я буду чаще уделять этому времени, дома особенно, по советам спортсменов. Подрастающее поколение, наша молодежь, они, я думаю, поняли уже давным-давно, что занятия физкультурой и спортом очень важны в нашей жизни. Дополнительное образование сейчас активно развивается, и, конечно же, молодежь посещает спортивные кружки, секции. И сегодня мы решили устроить для них такой спортивный праздник с участием именитых спортсменов.
Насколько важно правильное питание, своевременная диагностика и лечение заболеваний, рассказывали студентам медучреждений и волонтерам Красного Креста. Мероприятие провели в Доме дружбы народов. Приглашенные специалисты провели мастер-класс по оказанию первой помощи сердечно-легочной реанимации. Грамоты и небольшие подарки получили самые юные участники за свой вклад в важное событие. Мы должны работать все над тем, чтобы мы сохранили здоровье, и чтобы мы его укрепляли, чтобы мы его берегли. Для этого у нас Осетия, Кавказ, горы, реки, все условия созданы. И мы спокойно можем как бы похвастаться всегда тем, что есть возможность в Осетии, никуда не выезжая, подкреплять, укреплять и сохранять свое здоровье. Задача моего поколения на своем примере, во-первых, показывать, во-вторых, объяснять нужно, что ничего не вечно, и в течение жизни надо все поддерживать, над собой надо работать. Праздник любви и уважения к женщинам, материнству и семейным ценностям. Во втором филиале 4-й поликлиники женской консультации отметили День беременных. Для будущих мам подготовили праздничную программу. Женщины участвовали в различных конкурсах, переодевали кукол, по жестам угадывали детские принадлежности и одежду, рассказывали о семейных традициях. А еще для них организовали настоящую гендер-вечеринку. И в завершении сотрудники женской консультации вручили всем участницам подарки, а также наградили дипломами многодетных мам. День беременных – молодой праздник. Впервые в нашей стране его отметили в 2022 году. Сейчас у меня 3 детей, я беременна 4-м. В честь этого подарили мне грамоту, пригласили на этот праздник бесподобный. Участвовала в конкурсе «Кто быстрее переоденет малыша». Переодела, получила подарочек, очень приятно, правда. А потом был конкурс, надо было показать предмет и угадать. Я угадала один предмет, тоже опять-таки получила подарок, очень приятно. И я думаю, абсолютно все беременные девушки, кто сегодня присутствовал, были безумно довольны этим праздником, получили положительные эмоции, зарядились позитивом. А в рамках проекта «Все беременным» был придуман праздник «День беременных» для того, чтобы сформировать бережное отношение к беременным, для того, чтобы повысить рождаемость, для того, чтобы в обществе беременную женщину холили, лелеяли и оказывали ей максимальное благоприятствование. И тогда, в 2022 году, в 16 регионах пилотно был проведен этот праздник. Уютная и праздничная атмосфера была сегодня и в 1-й поликлинике. Там для беременных женщин тоже организовали праздник, устроили небольшой концерт. Пациенткам вручили подарки, после пригласили к праздничному столу. Врачи отмечают, в этот день важно проявить заботу и особое внимание ко всем мамочкам. В течение года обязательно мы будем радовать наших будущих мам какими-то приятными сюрпризами. Мы очень бережно относимся к материнству, к детству и желаем всем нашим мамочкам крепкого-крепкого здоровья, чтобы их беременность протекала максимально гладко, чтобы эмоции были только положительные. Как действовать в экстренной ситуации, спасать жизни людей и продумывать каждое действие, при этом точно скоординировав движение отряда. Это и многое другое на соревнованиях начальной военной подготовки отрабатывают школьники республики. Они применяют тактические навыки и даже придумывают разные хитрости и уловки. Все ради заветного кубка на имя главы региона. Состязания проходят во всех районах республики. Накануне в Алагире побывала моя коллега Залина Калманова. Ранение правой верхней конечности. Сейчас я затягиваю жгут. В этот момент важно сосредоточиться, затянуть жгут правильно и обязательно выше раны, чтобы он полностью пережимал артерию. От каждого движения зависит жизнь человека, но дальше задача еще сложнее – доставить раненого бойца на базу, при этом максимально аккуратно, чтобы не задеть поврежденную часть тела. Понял. Ну а следующий этап – стрельба в падающие мишени из 10 метров и сразу с 3 положений – лежа, стоя и с колен. Здесь ребята справляются лучше всего. Трудности возникли лишь на последнем этапе. Задания с физической нагрузкой оказались самыми сложными, но и с ними ребята справились. Все прошли плечом к плечу, как настоящая команда, и каждый увидел свои слабые места. Очень хотим выступить в финале и
Пока что наблюдаем постепенно за результатами других команд. Считаем, что будем первыми. Очень надеемся на это. Всего в первенстве Алагира участвовала 21 команда. Перед соревнованиями ребята упорно готовились. Все прошли подготовку в школах. Каждый подошел к занятиям ответственно. Подготовку организовал Артур Литоев в Алагире. Мы приезжали, привозили команду в 5-ю школу. И на базе 5-й школы проводились тренировки. Мы где-то 4-5 раз приезжали. И все буквально показывал он сам детям, как, что надо делать. Поэтому все готовы сегодня. Это уже второй этап первенства республики по начальной военной подготовке. Первый прошел в школах. По результатам этих соревнований сформировали сборную команду района. Отобрали 15 лучших участников. Это совместный проект по распоряжению, по просьбе главы республики. Это совместный проект 3 организаций. Министерства образования и науки, которому принадлежит Центр «Авангард». Это региональное отделение ДОСАВ и Федерация практической стрельбы России, тоже наше северо-осетинское отделение. Главная задача – это 100% охват школьников во всех, без исключения, учебных заведениях республики, для того, чтобы дать им базовые, начальные знания и умения, навыки по военной подготовке. До 11 апреля такие соревнования пройдут во всех районах республики. И уже в мае лучшие сразятся в финале на призы главы Северной Осетии Сергея Миняйла. Ребята пройдут те же задания, только уже с огнестрельным оружием. Зарина Калманова, Лан Суанов. Новости Осетии. Сегодня в Ольгинском открыли бюст и памятную доску первому профессиональному осетинскому актеру Бесат Отрову. Заслуженный деятель искусств Беса Иванович был не просто выдающимся артистом. Он помог на этом трудном пути и другим выходцам из Северной Осетии. Благодаря ему на сцене Национального осетинского театра засияли такие звезды, как Роза Бекоева, Земфира Галазова, Тасултан Мамсуров и многие другие. О жизни и профессиональном пути Бесат Отрова материал Зарины Калмановой. Человек из маленького осетинского села, ставший настоящей легендой. Первый профессиональный актер республики и первый директор осетинского театра. О Борисе Тотрове можно говорить долго. Страсть к искусству у него зародилась еще в 14 лет, когда впервые увидел Фауста на сцене Владикавказского драмтеатра. С тех пор не пропускал ни одного спектакля. А целью всей жизни стала мечта. Мечта об Осетинском национальном театре. Для него не было ничего невозможного. Он собирал вокруг себя талантливых ребят и создавал первые постановки прямо дома. Вот в этом доме рядом, там были первые постановки, первые театральные постановки. Он, когда собирал вечера, театральные вечера, там свои песни читали Костах Витагуров, Булгаков, с которым он был лично знаком. Это была выдающаяся личность, выдающаяся. Борис, или как его называли Беса, первый осетинский актер, который окончил Московский институт. Когда вернулся на родину, собрал вокруг себя 30 талантливых ребят. Уехал с ними в Москву и помог поступить в институт. Они и стали первой плеядой артистов Национального театра. В их числе Земфира Галазова, Тасултан Мамсуров и Роза Бекоева. Если бы не Борис Тотров, многие бы просто не нашли себя в искусстве. Он входил в положение каждого воспитанника. Роза Бекоева вспоминает со слезами на глазах, как когда-то, просто побеседовав с ее мамой, Борис Иванович открыл для нее совершенно другой мир – мир осетинского театра. И когда они стали говорить обо мне там какие-то слова, а что можно было говорить? В общем-то, ничего еще не произошло, учимся. Но мама сказала такую фразу: ну там, где умирают, как говорят, такие люди, пусть и моя дочь умрет. Для меня это был такой праздник. Мама приняла, мама утвердила, мама меня оставила. Если бы не Борис Тотров, многие бы просто не нашли себя в искусстве. Он мог разглядеть талант в человеке лишь по одному взгляду. А молодые артисты точно знали, за помощью это к нему. Не обязанный быть на репетициях, он всегда приходил и наблюдал за начинающими актерами. Во всем помогал и подсказывал. Старался быть не просто педагогом, а настоящим другом. Имя великого актера увековечили в родном селе. На фасаде дома, в котором он жил, открыли мемориальную доску, а в Доме культуры – бюст в его честь. Тотров Беса очень высоко поднял имя нашей фамилии. И какое-то время его имя стало в забытии. И несмотря на это, наши старшие решили увековечить его память.
Бюст и доску создал скульптор Владимир Плиев на средства представителей фамилии Тотровых. Мероприятие посетили представители общественных организаций, деятели культуры и школьники. Имя Бориса Тотрова навсегда останется в памяти народа. Залина Калманова, Алан Суанов. Новости Осетии. Экскурсия по Северной Осетии всего за 30 минут. Ее провели в виртуальном формате студенты СОКТЭК. Показали главные достопримечательности республики, рассказали об обычаях, традициях и культуре нашего народа с интересными сценками и фактами. Все подготовили ребята с факультета туризма и гостеприимства. Мероприятие провели в рамках недели словесности и культуры. Путешествие началось от аэропорта Владикавказа, завершилось на агропромышленном предприятии, с которым активно сотрудничает колледж. Там студенты техникума проходят практику. Благодаря таким мероприятиям ребята активно взаимодействуют с будущими работодателями. Важность этого мероприятия в том, что работодатель участвует во всех наших мероприятиях не только образовательного характера, но и воспитательного характера. То есть происходит вот та самая интеграция коллективов образовательных организаций и коллективов предприятий, то есть представителей реального сектора экономики. За его плечами 40 лет военного опыта. Ветеран боевых действий и настоящий патриот. Саламгирию Царахову сегодня исполняется 85 лет. Огромным жизненным опытом он продолжает делиться с подрастающим поколением. Свою насыщенную жизнь, полную ярких событий и впечатлений, он вспоминает с теплой улыбкой. Считает, работа с молодежью – его личный вклад в будущее страны. Задачу поддержать участников спецоперации ставит перед Советом старейшин их председатель Саламгирий Царахов. Говорит, за 2 года на передовой наши парни устали. Кто, как не он, ветеран боевых действий, знает, как морально помочь бойцам. Поэтому к нему и обратилась администрация главы и правительства Северной Осетии. А Саламгирий Каспалатович сразу отреагировал. В республике нет проблемы, которая его не волнует. Денежные выплаты детям войны, доступность здравоохранения, зависимости на молодежи особый фокус. Именно ей генерал-майор уделяет внимание. Этой ответственности перед новым поколением его научили еще в школе станицы Архонская. Преподаватели, участники Великой Отечественной войны, они привели вот эту любовь к военному делу. Особенно преподаватель физической подготовки и спорта, преподаватель истории Иван Алексеевич Малышев. Вот своими рассказами. И захотелось поступить в военный институт. Я сначала подал документы в авиационно-конструкторское, но потом по каким-то обстоятельствам документы не ушли, и тогда подал документы здесь. В тогда еще Орджоникидзевское военное училище имени Кирова Саламгирий Царахов поступил в 1958-м. После был командиром роты в Краснодаре. Справлялся отлично, но воин должен быть с глубокими знаниями, говорит Саламгирий Каспалатович. Его второе образование – военная академия имени Фрунзе. Далее служба в Ростове-на-Дону, Грозном, командование Астраханским полком, который, кстати, благодаря ему стал образцово-показательным. Прошел 3 горячие точки. И не только советская армия была в его жизни. Супруга всегда была рядом и мотивировала достигать еще больших высот. С 1961 года вся нагрузка семейная легла на ее плечи. Она все сама делала, только 19 раз место жительства менялось. Вот представьте, каково женщине в этом случае приходится. Я ухожу на службу, а она без места жительства, без ничего. Все это, детей в школу, детей надо отправлять, где-то они должны готовиться, то ли в гостинице, то ли на квартире. И вся та же тяжесть на ее плечах. В семье, как и в любых отношениях, главное понимание, говорит генерал-майор. В 81-м стал замначальника тогда Саратовского военного училища. Через 3 года уже возглавил престижную кузницу. Буквально прослужил молодежи до 95-го. Среди его выпускников командующий военными округами, главы регионов России, министр обороны стран СНГ Саламгирий Царахов учил их быть настоящими людьми, патриотами Родины, достойным лицом родителей. Человек высочайшего чувства ответственности. Человек, который к своему делу относится не так, не спустя рукава, а полностью вживаясь, входя в ту ситуацию, которая сегодня в республике.
При разговоре с ним мы часто на эту тему беседуем. Он говорит, что его больше всех волнует сегодняшнее состояние. И самое главное, то, что молодежь сегодня фактически живет не теми нормами моральными, теми духовными, нравственными ценностями, которые формировали наше поколение. По просьбе на тот момент президента Северной Осетии Ахсарбека Галазова Саламгирит Сарахов стал секретарем Совета Безопасности Республики. Последние 3 года своей 40-летней службы он отдал малой родине. Время прошло не зря. И самое главное, то, что след остается, и в сознании остается то, что было заложено. И посоветовал бы молодежи, в первую очередь, крепит моральное состояние, крепит свое сознание, а не материальное. Над материальным можно работать, но в моральном плане больше это в жизни имеет значение. Сейчас называет себя счастливым человеком. В 85 лет. Дети, внуки, правнуки и его дело – совет старейшин, как наставление молодежи от по-настоящему опытного человека. Дана Малышева, Казбек Басаев. Новости Осетии. Сегодня во Владикавказе состоялось открытие 14-го Всероссийского фестиваля авторского короткометражного кино «Арт-кино». Завтра в Доме кино пройдет премьера фильма «Крошка». Картина расскажет о 6-летней девочке-блогере, которая учит взрослых людей общаться с аудиторией и обращаться с деньгами. Работа над произведением началась еще 2 года назад. И завтра в 19:00 зрители смогут оценить труд актеров и познакомиться с трогательной историей. Основную роль исполнила Николь Плиева. По словам режиссера и продюсера Сергея Тютина, поиск главной героини занял очень много времени. Но как только познакомился с Николь, все сомнения тут же ушли. Действительно, вот эта вот роль такой вредной немного девочки, капризной девочки, которая постоянно с вызовом общается со взрослыми и не только, все-таки было немного сложно себе представить, как я, такой божий одуванчик, которого все любят, всегда говорят: ой, Николь, Николь, станет таким вот капризным ребенком. Это было очень интересно попробовать. Я помню, как Сергей Викторович пришел на спектакль «Мама», как вообще проходило это утверждение. Это были невероятные пробы, я никогда этот день не забуду. Но на самом деле я уже все понял и все уже решил и, в общем, все уже выбрал. Более того, когда я вышел, собственно, из этого спектакля, я тут же позвонил продюсеру и сказал, что, в общем, мы нашли героиню, вопросов вообще нету, и вы там соглашайтесь на любые условия, потому что, мне нужна именно она. Это были все новости к данному часу. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.